июня 2019 года для всех автовладельцев и страховых организаций, занимающихся КАСКО, ОСАГО и ДОСАГО, стало обязательным взаимодействие с финансовым уполномоченным. Спор со страховой через финансового омбудсмена осуществляется в досудебном порядке. Как работает эта система и какие действия должен предпринять потребитель финансовых услуг, узнаем прямо сейчас. Светлана Васильевна, добрый день. Итак, расскажите же нам, пожалуйста, с каким вопросом и каким образом гражданин может обратиться к финансовому омбудсмену, какие у вас обязанности и каким образом гражданин может обратиться к вам? Добрый день, Айсена. Наш институт создан относительно недавно. Закону 4 сентября был ровно 1 год, как он вступил в силу. Обязательность обращения к нашей службе возникла с 1 июня. То есть наша служба совсем-совсем молодая, фактически работает только 3 месяца. Вообще, в принципе, служба была создана как способ более комфортного, прежде всего для потребителей, разрешения споров, возникающих между потребителем и финансовой организацией. Что такое потребитель? Для начала, в значении нашего закона к потребителю относятся те физические лица, которые получают услугу от финансовой организации для каких-то личных, не связанных с предпринимательской деятельностью нужд. Поэтому сразу обращу внимание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые владеют грузовиками, их споры нашему рассмотрению не подлежат. С 1 июня обращение до суда обязательно по спорам, которые возникли между обычными автолюбителями и страховой организацией. Прежде чем идти в суд, надо обратиться к финансовому омбудсмену. Но тут тоже есть свои нюансы. В принципе, сам институт, и, как я уже сказала, был создан для упрощения порядка рассмотрения споров, для того, чтобы человеку не приходилось платить деньги, нанимать юристов, ходить в суд. Поэтому изначально и вообще вся эта структура, она в большей степени нацелена на то, чтобы спор был урегулирован изначально между страховщиком и потребителем, как просто между двумя участниками этих отношений, как между двумя сторонами спора. Поэтому в любом случае, прежде чем обратиться к омбудсмену, к нам, вы напишите претензию, я имею в виду потребитель, напишите претензию в саму страховую организацию. И только в том случае, если страховщик вам откажет, то есть он твердо стоит на своей позиции и считает, что именно он поступил правильно, только после этого можно обратиться к омбудсмену. И после этого уже, если и мы поддержим страховщика, такое тоже бывает, я чуть попозже расскажу о нашей статистике, тогда уже в суд, и дальше уже суд будет рассматривать со своей точки зрения в состязательном процессе и в том процессе, который установлен. А вот скажите, пожалуйста, почему в первую очередь закон начал работать с КАСКО, ОСАГО, ДОСАГО? Потому что большой спрос на этот вид страхования. Совершенно правильно. Во-первых, большой спрос, самый распространенный вид страхования в Российской Федерации, самый массовый – это ОСАГО, в силу его обязательности, прежде всего, и в силу того количества автомобилей, того количества договоров, которые заключаются. И как любой массовый вид, конечно, возникает много споров, но просто по закону больших чисел в том числе. Если мы возьмем статистику судебную, статистику жалоб, которые направлялись в Центральный банк за прошлые года, например, в 2017 году было рассмотрено порядка 350 тысяч споров в судебной инстанции, в 2018 их немножко уменьшилось, порядка 300, и в 2018 году 54,5, почти 54,5 тысячи жалоб поступило в Центральный банк, и это все жалобы, которые были связаны с ОСАГО. Поэтому на самое больное место, естественно, прикладывается институт, который призван помочь потребителям урегулировать данные споры. Какими инструментами вы пользуетесь, чтобы урегулировать спор между финансовой организацией и потребителем финансовых услуг? Надо сказать, что те инструменты, которые закон дал финансовому уполномоченному, финансовому омбудсмену, может быть, так проще, привычнее будет звучать, они являются уникальны для российской правовой системы, поскольку фактически это те полномочия, которые были переданы нашему институту, они являются квазисудебными. Тут еще надо, наверное, говорить, что в чем уникальность? Уникальность в том, что мы рассматриваем споры, имеющие денежный характер. То есть, говоря простым языком, если финансовая организация вам не платит,
То есть споры связаны, например, вы требуете заключить договор, такое бывает по ОСАГО, вы требуете, чтобы вам выдали какие-то документы, они не носят денежный имущественный характер, нами они не подлежат разрешению. Раз споры имеют денежный характер, кстати, тут тоже очень внимательно я хочу обратить внимание ваших слушателей, в ОСАГО у нас достаточно несколько лет назад введен такой институт, как натуральное возмещение вреда, то есть если вам плохо отремонтировали машину, или наоборот вы хотите, чтобы вам отремонтировали, и у страховой есть такая возможность, она почему-то вам не хочет выплатить деньгами, или наоборот, эти споры, это в любом случае натуральное возмещение вреда, мы их тоже рассматриваем. То есть если некачественно отремонтирована машина по ОСАГО, это спор, который нам подведомствен. Он имеет денежный характер, его можно выразить деньгами, в отличие от спора, например, связанные с требованием выдать там какие-то документы по страховой выплате, они денежного характера не носят. А раз мы рассматриваем такие споры, имеющие денежный характер, во-первых, имеем право проводить экспертизу для того, чтобы оценить, насколько правильно был оценен тот вред, говорю сейчас про страховых компаний, который был причинен страховым компаниям. И самый главный инструмент – это то, что по наше решение, которое выносит финансовый омбудсмен, оно подкрепляется, оно усиливается исполнительным документом. И с тем удостоверением об исполнении, если страховая организация не выполняет его добровольно, с тем документом об исполнении, его форма утверждена правительством Российской Федерации, можно предъявить требования в банк или в службу судебных приставов. А какие имеются сроки, чтобы подать обращение к вам? И в течение скольких дней, допустим, вы рассматриваете это обращение? Сроки у нас очень жесткие. Первый срок – это в течение 3 дней после рассмотрения обращения мы должны принять решение о том, принимаем ли мы это обращение к рассмотрению или отказываем. Еще раз подчеркну, что прежде чем обратиться к нам, надо обратиться в саму страховую организацию. Это наиболее частая причина отказа в принятии к рассмотрению. Не было обращения в страховую организацию. Это первый момент. И второй момент, поскольку новый порядок начал работать с 1 июня этого года, это обращение должно быть после 1 июня. То есть, если вы обращаетесь, например, даже в мае этого года, все равно надо обратиться еще раз, потому что у страховой организации поменялся порядок. И она уже по-другому смотрит на ваш спор. Судя по той статистике, которая идет в таких отказах в обращении, те, которые к нам возвращаются, страховые организации к этому спору возвращаются, и их рассматривают еще раз, и потребитель удовлетворен тем решением, которое вынесла в итоге страховая организация. Они смогли договориться. Это первый срок. Следующий срок, самый главный, когда обращение принято к рассмотрению в течение 15 рабочих дней, это очень короткий срок, мы его должны рассмотреть. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 дней, в случае, если требуется проведение экспертизы. Основной способ обращения в службу финансового омбудсмена – это через личный кабинет, через наш сайт. На сайте очень подробно, прям таким мультфильмом расписано, каким образом это сделать, на какую кнопку нажать, что ввести. Но, естественно, ничто вам не мешает послать это и по почте по нашему московскому адресу. В той системе, которая сейчас создана, обращение заочное. Тоже большое пожелание к потребителям. Постарайтесь в личный кабинет загрузить максимум информации, которая у вас есть. Обращаю внимание, что в связи с новым порядком, если вы недовольны с размером страховой выплаты, вам не требуется проводить свою собственную экспертизу. Это ваше право, но не обязанность. Если тот порядок, который был раньше, для того, чтобы подтвердить ваши требования, требовалось проведение собственной экспертизы, это тоже денег стоит, то сейчас это не обязательно. То есть вы просто говорите о том, что вы недовольны, что вы считаете больше, что у вас есть какие-то нюансы по поводу размера страховой выплаты. Например, вам выплатили деньгами, вы отремонтировали машину, заплатили больше. Это не экспертиза, так сложилось, и вы понимаете, что вы недовольны, вы считаете, что что-то где-то ваше право нарушено. Но еще раз подчеркну, что сначала в любом случае вы обращаетесь с этой просьбой, с этим требованием в страховую организацию. А вот если посмотреть статистику, то какие регионы у вас лидируют по активности? Какой регион, может быть, отличился у вас в вашей статистике? И что касается Республики Саха-Якутия, сколько обращений было подано на протяжении этих почти уже 4 месяцев с момента начала работы закона? Вообще всего подано к нам обращений 24 158 за это время. Основная масса, больше 96%, это обращения по ОСАГО. По КАСКО и по добровольному страхованию под САГО обращений не так много. Регионы-лидеры – это Южный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Центральный федеральный округ. И то, что касается Республики Саха-Якутия, подано 35 обращений.
Ну, это, наверное, может быть, говорит о том, что люди не знают, может быть, говорит о том, что страховые там хорошо регулируют. На этапе 3 месяцев сказать сложно. Даже если смотреть в процентном отношении, сколько договоров заключено в Якутии по сравнению со всей страной, все равно это получается очень маленькая цифра. 29 из этих обращений не было принято к рассмотрению. Я так полагаю, что, скорее всего, ну, по крайней мере, я парочку посмотрела именно в связи с тем, что не обращались предварительно в страховую организацию, поскольку они нам еще раз, и подчеркиваю, что вот это вот отказ ничего не значит в принятии обращений. Вы обращаетесь в страховую организацию, если вы по-прежнему недовольны тем решением, не смогли договориться, обращайтесь к нам, мы это обращение уже принимаем к рассмотрению, рассматриваем сами. По 6 обращениям были приняты решения, и надо сказать, что статистика тут точно такая же, как и по всей стране. Ровно половина была в пользу страховой организации, ровно половина в пользу потребителей. Сейчас у нас статистика складывается практически пополам. А что делать потребителю, если он окажется несогласным с вашим решением? Мы стараемся в своих решениях максимально подробно объяснить свою позицию. Если они недовольны, закон предусматривает в этой ситуации возможность судебного обжалования. Но поскольку спор мы в такой вот орган квазисудебный, фактически спор все равно идет между страховой организацией и потребителем, между финансовой организацией и потребителем. Поэтому после этого он обращается в суд на страховую организацию, ну, скажем так, как в том порядке, который был раньше, но теперь еще обязательным документом, который он прикладывает к суду, это решение финансового омбудсмена. Когда деятельность финансового омбудсмена распространится и на другие финансовые организации, например, на кредитные или микрофинансовые? Законом предусмотрено поэтапное вступление в силу рассмотрения споров с этими организациями. Совсем скоро, с 1 января 2020 года, с нового года, мы будем рассматривать споры с микрофинансовыми организациями. С 1 января 2021 года закон заработает в полную силу, то есть будут рассматриваться также споры с кредитными организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами и, самое главное, с негосударственными пенсионными фондами. А почему закон пока еще не работает с УМС? Само по себе УМС носит производный характер от обычных страховых отношений. Страховщик в отношениях УМС, вот именно страховая организация, она не является страховщиком. Страховщиком в этих отношениях выступает фонд обязательного медицинского страхования. Страховщик выступает как агент. И как таковой спор между страховщиком и потребителем этой услуги, страховщиком я имею в виду страховой организацией, а не фондом УМС, он не может носить имущественного характера, потому что страховщик выступает просто агентом. Все споры, даже если смотреть, вот, например, по тем жалобам, которые приходят в Центральный банк, их, во-первых, не очень много, но это, конечно, не показатель. Основные споры, основные жалобы идут то, что, например, страховщик вовремя не сообщил о смене страховой организации, не оказал какие-то консультативные услуги, которые он обязан оказывать. Наша задача какая? Наша задача максимально упростить разрешение споров между потребителем, как слабой стороной, и коммерческой организацией, как сильной стороной. Система УМС – это специально созданная система распределения средств фонда обязательного медицинского страхования вне бюджетного фонда. Это просто немножко другие отношения. Ну и последний вопрос. Как вы думаете, россияне готовы ко всем этим финансовым нововведениям? Судя по тому, что за 3 месяца почти 25 тысяч споров уже было нам направлено, судя по тем цифрам, которые были за те годы, которые прошли, россияне готовы. Главное, что были готовы наши финансовые организации, во-первых, оказывать услуги таким образом, чтобы у потребителей не возникало недовольства, а во-вторых, даже если это недовольство возникнет, урегулировать его так, чтобы не пришлось обращаться к другим организациям, стоящими над ними.